Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Передается в одном из хадисов от Анаса ибн Малика, то, что в один из дней пятничной проповеди пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям поднимался на минбар. И встав на первую ступеньку минбара, он сказал слова «Аминь». Встав на вторую ступеньку, еще раз повторил слова «Аминь». И став на третью ступень, еще раз повторил «Аминь». Мы удивились. И после пятничной проповеди мы спросили у пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям: «Я Расулуллах, о пророк Аллаха, обычно слова «Аминь» говорят под конец молитвы. Какую молитву ты читал во время хутбы?» Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: «Во время хутбы ко мне пришел Джабраиль, ангел Джабраиль, алейхиссалям, и сказал, когда я был на первой ступеньке: тот, кто настигнет месяц Рамазан, тот, кто будет знать его величие и будет знать о милостях этого месяца, но все равно это не станет причиной того, чтобы он постился, чтобы он молился, чтобы он делал добрые, благие деяния, то пусть будет для него приготовлен ад». Я сказал «Аминь». Да будет так. Когда я встал на вторую ступеньку, Джабраиль также сказал: если кто-то постигнет то время, когда оба его родители состарятся, или хотя бы кто-нибудь из них, и он не будет за ними ухаживать и брать их благословения, и не обрадует их, то пусть будет приготовлен для него ад. Джабраиль, алейхиссалям, сказал. Я сказал «Аминь». И когда я встал на третью ступеньку, Джабраиль сказал: «И тот, кто знает Твое величие, о пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и зная, что ты пророк, если он посчитает ненужным или, возгордившись, не скажет тебе благословления, слова саллаллаху алейхи вассалям, то пусть для него будет приготовлен ад». Я сказал «Аминь». Почему пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил «Аминь»? Если мы посмотрим первый случай по поводу месяца Рамазан, месяц Рамазан, он настолько полон милости Творца и прощения от грехов, очищения от всего скверного, что выше месяца Рамазан и его подарков нету лекарства духовного. Если мы сопоставим пример, месяц Рамазан, он подобно универсальной пилюле, универсальному антибиотику, который убивает все микробы и все болезни. И если этот универсальный, самый сильный антибиотик не помог, то тогда уже ничего не поможет. То же самое, если человек не использовал этот месяц, эту возможность приблизиться к Творцу, Аллаху Субханаху ва Тааля, то ему уже ничего не поможет. Также второй пример, который привел нам пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, где у человека состарятся родители, и он не будет за ними ухаживать. Аллаху согласен. Если он не будет ухаживать и смотреть за своими родителями, то он не получит милость Творца. Потому что Аллах Та'аля в Коране говорит: поклоняйтесь Аллаху и будьте милостивыми к вашим родителям. Аллах Та'аля ставит родителей, почитая их, на второе место. И если человек не любит, не помогает и не ухаживает за своими родителями, зная, что они нуждаются, то он не получит милость Всевышнего Аллаха Та'аля, и ему уже ничего не поможет. В одном из хадисов пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, говорится, что один из учеников пророка лежал при смерти и не мог умереть. Когда эта весть пришла до пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, пророк сказал, что у него есть мать, которая его не прощает. Он отправил гонцов, людей, своих учеников до матери, чтобы они попросили, чтобы она его простила, но она сказала, что она его не простит. Тогда пророк приказал собрать
все дрова в городе Медины. Когда она спросила, зачем столько дров, он сказал, чтобы сжечь твоего сына. Как так? Он же еще не умер. Почему вы хотите сжечь? Потому что если ты его не простишь, то он непременно попадет в ад. Как ты не боишься, что он попадет в ад Всевышнего, а боишься, что он будет гореть в огне этого мира? После этого мама простила сына, и тут же пришла весть о том, что его душа вышла. Аллах Тааля пусть каждому из нас удостоит трепетно относиться и ухаживать за нашими родителями. Третье, о чем упоминает пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Если человек не читает салават пророку, не говорит алейхиссалату вассалям или саллаллаху алейхи вассалям, ставит себя выше и не считает нужным восхвалять пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то он не получит шафаата, заступничество пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. А заступничество пророка, оно будет одно из самых больших благ в судный день. Дай Аллах Тааля, чтобы мы воспользовались всеми тремя советами пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, использовали максимально благость месяца Рамазан, ухаживали за родителями, за родственниками, за пожилыми и уделяли им как можно больше своего внимания и теплоты, а также постоянно в наших устах, чтобы повторялось слова благословения и молитвы салавата пророку Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.